Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем в замке. Вот в таком вот интересном средневековом рыцарском замке. Ну, вернее, в его дворе. Вот. Тема расклада у нас с вами сегодня такая интересная. Если вы расстались, и особенно если вы расстались из-за какого-то пустяка, из-за ерундовой ссоры, будет ли возврат человека, вернутся ли у вас добрые отношения и как скоро, тянется ли он к вам или вам нужно самостоятельно проявлять инициативу по примирению. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. И первая карта покажет чувства этого человека на сегодняшний день по отношению к вам. То есть вы примерно все равно подозреваете, какие у него чувства. Вот, и поэтому вы примерно можете ориентироваться по первой карте, а правильно ли вы выбрали позицию. То есть вы поссорились вроде бы как из-за ерунды, не разговариваете, не общаетесь, вам кажется, что вы друг друга вообще бросили. И нужно понять, а будет ли продолжение отношений, как выйти из этой пустяковой ссоры. Вот. Ну и также могут, в принципе, смотреть и те, кто поссорился глобально, по-крупному, расстался. Тоже можно смотреть, а можно ли вот вернуть отношения, да? И первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, значит, первый камень у нас удача. И первая карта, что человек этот к вам чувствует, вышла королева жезлов. Ну, вы знаете, королева жезлов, по сути, это карта, показывающая, что человек вами восхищается, но в то же время и по этой карте в ваши отношения может вмешиваться негативным образом какая-то женщина. Поэтому я хочу эту карту обязательно уточнить. И мы здесь видим, значит, тройку пентаклей. А это значит, что нет, что человек испытывает действительно к вам чувства. Он считает, возможно, вас даже в чем-то лидером. Человек видит притяжение между вами. Человек знает, что вы должны работать в отношениях в команде, что вы должны договариваться, научиться договариваться друг с другом. Поэтому я бы сказала по этим картам, что человек уже стремится к тому, чтобы наладить с вами отношения. Давайте посмотрим, как он воспринял эту пустяковую ссору или ссору вообще. Вышла карта «Отшельник». Он почувствовал во время ссоры себя абсолютно одиноким человеком. И, соответственно, раз он почувствовал себя одиноким человеком, раз он почувствовал, что вы отдалились друг от друга, что он как будто бы получился на отшибе этих отношений, да, то, конечно, у вас и произошла вот эта размолвка. Может быть, человек решил там с вами замолчать, да, и вот все такое. То есть отдаление произошло действительно из-за этой размолвки, из-за этой пустяковой ссоры. Хорошо, будет ли он проявлять к вам инициативу? Вышла карта Маг. Да, этот человек действительно будет в скором времени проявлять к вам инициативу. И давайте посмотрим, помиритесь ли вы, будет ли продолжение отношений. Видите, идет туз мечей, который показывает, что между вами будет очень важный разговор. И действительно будет принято важное решение по поводу ваших отношений. И будет ли продолжение отношений, вышла карта Звезда. То есть карты показывают, что человек вполне может проявлять к вам инициативу в ближайшем будущем, до месяца, это максимум. И, соответственно, вы говорите, у вас важный разговор, вы все на этом разговоре выясняете, у вас все хорошо, вы миритесь, и отношения, так скажем, приобретают новую веру, новый импульс. И действительно эти отношения очень сильно улучшатся. То есть у них есть большая перспектива, и они благословлены по звезде, да, высшими силами. Поэтому я бы сказала, что первая позиция — все хорошо. Все хорошо. Идем к позиции номер 2. Вот вы поссорились, вы как бы и, может быть, расстались. Ссора вроде как из-за пустяка.
помиритесь ли вы, все ли будет хорошо или нет. И первая карта, что этот человек вам чувствует сейчас. Вышла карта тройка мечей. Тройка мечей показывает, что этот человек очень сильно расстроен и обижен на вас. Внутри буквально разъедает боль, переживания, страдания. Очень сильно трудно ему это все переживать. Вы его, скорее всего, или задели чем-то, или оскорбили, и он не воспринимает, что это пустяковая ссора. Он эту ссору воспринимает полноценно, вот так скажем, полноценно. И он считает, что эта ссора очень-очень на него повлияла, да, повлияла. Вот как он воспринимает эту ссору, давайте посмотрим. Или вообще этот конфликт. Королева Пентаклей, что вы, возможно, манипулировали какими-то деньгами, или что вы себя поставили выше этого человека, что по двойке кубков это на вас держатся все отношения, и на вас держится финансовая часть отношений, или, возможно, вот что-то такое, как материальное, что это вы там, ну, не знаю, всем владеете, да, а этот человек не при делах. То есть именно удар идет как по личности, так и по финансовому положению почему-то. И он это воспринял, как вы держите верх над ним. Будет ли он проявлять инициативу с вами по поводу восстановления отношений? Здесь вышла карта, значит, четверка кубков. Она показывает, что нет, этот человек будет молчать, возможно, даже выпивать или удариться в какие-то, ну, как сказать, зависимости, или просто нереальную жизнь, выдумает свою жизнь, да, вот как. Когда ты бежишь от проблем, ты выдумываешь свою реальность, то есть сериалы, там, не знаю, занятия творчеством, или вообще просто скука, апатия, ничего не хочу. Но этот человек не будет проявлять к вам инициативу. Стоит ли к нему проявить инициативу? Двойка пентаклей. Ну, карта говорит о том, что да, как бы инициативу проявить стоит. Вот еще тут тройка кубков. И человек может при вашей инициативе потянуться к тому, чтобы восстановить между вами отношения. Куда дальше пойдут отношения, если вы проявите инициативу? Мы здесь видим карту сила, и мы здесь видим карту правосудия. Эти карты говорят о том, что отношения укрепятся, нужно приручать друг друга, нужно мириться с недостатками друг друга, вы будете работать над отношениями. Отношения могут стать серьезными, вот очень серьезными. То есть, допустим, перейти в будущем в стадию брака. Или просто идет серьезное отношение, сохранение семейных отношений, если вы уже в браке. Вот, так что перспектива отношений есть, пройти все можно, но вам придется проявить к этому человеку инициативу. Идем дальше. Третья позиция. Вы вот по пустяку поссорились, да, камень доверия, по пустяку поссорились, а в итоге прям или не разговариваете, или расстались. Как быть, да, вот восстановите ли вы отношения? И первая карта показывает чувство этого человека к вам сегодня, когда вы смотрите это видео, это семерка пентаклей. Ой, восьмерка пентаклей, неправильно сказала. Восьмерка пентаклей показывает, что человек ударился в работу и вообще в денежное свое положение, то есть жонглирует пентаклями. Это значит, что он сменил фокус своего внимания с вас на что-то еще, на какую-то деятельность, на деньги, на работу. Соответственно, когда мы видим эту восьмерку пентаклей, мы понимаем, что человек вроде как хорошо к вам относится, но сейчас нейтрально. И да, он серьезно к вам относится, вроде как вот вы для серьезных отношений, но он на вас не обращает внимания, да? Не обращает внимания. Хорошо, давайте посмотрим теперь. А как он воспринял этот конфликт между вами? Ну, вышла карта колесо фортуны, что этот конфликт должен был случиться. И уже как назад дороги нет. Это по судьбе произошло. Это вот так вот стихийно произошло. Резко неожиданно возникший конфликт, который как будто возник из ниоткуда. Но именно по судьбе. То есть человек понимает, что каждый из вас просто очень сильно вспылил. И по королю кубков такой человек проявляет великодушие внутри к тому, что этот конфликт произошел, и даже понимание какое-то на самом деле. Хорошо, будет ли этот человек в ближайшее время проявлять к вам инициативу?
Но вышла 4 жезлов. Она показывает что-то совместное, что вам придется пообщаться. И, соответственно, человек как будто, ну, может, вы друг к другу потянетесь поговорить, либо человек может действительно с вами пообщаться даже и сам, но как будто вам надо вот вместе это сделать. Карты говорят, вот как пополам это все идет. То есть, по сути, даже не важно, кто это сделает, что будет после этого. Ну, рыцарь Пентаклей, обсудите какие-то даже дела, вопросы совместные, как-то все медленно развивается, как-то все так спокойно, я бы сказала, спокойный будет очень разговор. Ну и куда пойдут отношения дальше. Колесница, ну, вместе можете даже куда-то поехать. И вообще отношения пойдут вперед после этого. Если вы будете смотреть в одну сторону, а не как лебедь, щука и рак, да, то, в принципе, у вас достойные могут быть отношения, и вы можете быть победителями и лидерами в этих отношениях оба. И, соответственно, укрепить их, укрепить страсть в отношениях и дальше двигаться вместе. Поэтому есть шансы на восстановление отношений в скором времени. Ну, вот такие у нас сегодня были с вами 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.